Большая часть осужденных, которые отбывают в учреждениях наказания, имеют задолженности по решениям судов, по возмещению ущерба, по возмещению вреда, причиненного здоровью. Многие из них имеют свои семьи, несовершеннолетних детей, которые остаются на время отбывания наказания без членов семьи. Более того, и родительских обязанностей осужденные не лишаются, не ограничиваются, поэтому они обязаны нести родительские обязанности перед своими детьми, перед теми людьми, которые остаются у них на иждивении, пожилыми родителями. Самая главная работа, тем более сейчас в связи с тяжелым положением в стране, знаете, да, сами на воле много кто сейчас не работает, а здесь работа нам предоставлена. Поэтому мы в первую очередь обеспечиваем себя здесь, все равно есть магазин в учреждении, также домой даже помогаем. Вы с привлечением инвесторов работаете, вы рекламируете бизнесу, чтобы ваше помещение, потенциал, возможности, чтобы они пришли и предложили осужденным работу. Поэтому в этой части вы должны мониторить для того, чтобы исключать и учитывать вот эти обстоятельства, которые могут вызывать недоверие или сомнения у населения к качеству продукции, к ее безопасности, только в силу того, что это производит осужденный. Скажите, пожалуйста, сколько у вас задействовано осужденных на работе в цехе, и есть ли возможность потенциально с точки зрения роста, увеличения производства и привлечения большего количества осужденных? На сегодняшний день у нас 23 человека с дальнейшим увеличением до 50. Если вы обратили внимание, у нас предусмотрена туалетная группа 3, душевая группа 3. Это все для обеспечения... То есть прежде чем войти в цех, осужденные проходят, соответственно, обработку? Конечно, большое спасибо всем тем, кто вообще придумал вот эту работу для осужденных. Мы имеем такую возможность, во-первых, погашать свои иски, какие-то у кого-то задолженность, плюс помогать еще своим семьям. У вас уже репутация есть как социального предпринимателя? Конечно, я лидер по уплате налогов в Республике Казахстан, моя компания. У вас нет задолженности по налогам? Сейчас? Да, на данный момент. Мы сейчас 1,5 миллиона в месяц платим. Это не принудительный труд, а мы говорим, что должно быть согласие, должен быть трудовой договор и должна быть адекватная оплата труда, не меньше минимальной заработной платы. Потому что, к сожалению, со всеми, с кем мы встречались, сама система оплаты труда у них сдельная. То есть это зависит от объема работы, который они выполнили. Для этого должен быть постоянный процесс, и законодательство должно обеспечивать более гибкие условия доступа к таким заказам.